Обнаружено тело 37-летней женщины, которая выехала с территории своего частного дома в районе Хатынрякского шоссе и не вернулась. Об этом сообщает Следственный комитет Якутии. Ее поиски велись с 5 ноября и 19 ноября тело обнаружено в районе заброшенного дачного участка в районе Хатынрякского шоссе с признаками воздействия низких температур наружного воздуха. Следователи и полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили признаков насильственной смерти на теле погибшей. Причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой. На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Вечером 19 ноября текущего года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение об обнаружении тела 37-летней женщины, которая 5 ноября на автомобиле выехала с территории своего частного дома, расположенного в районе Хатынгеврякского шоссе, и домой не вернулась. На протяжении 2 недель велись ее поиски, и 19 ноября ее тело было обнаружено в районе дачного участка на Хатынгеврякском шоссе с признаками воздействия низких температур наружного воздуха. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы в составе следователей Республиканского следственного комитета и следователей-криминалистов, а также сотрудников полиции. Проведен осмотр места происшествия, места обнаружения тела. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Вместе с тем, причина смерти женщины будет установлена судебно-медицинской экспертизой. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Мошенники обманули якутянку, подделав сайт объявлений. По сообщению МВД по региону, мошенники убедили ее ввести данные банковской карты на сайте, подделанном под популярную торговую интернет-площадку. Потерпевшая разместила на сайте объявление о продаже духовки. Ей написала неизвестная женщина, которая предложила оформить курьерскую доставку до Санкт-Петербурга по безопасной сделке. Мошенница объяснила, что оплатит товар через личный кабинет на сайте, затем отправит ей ссылку, по которой продавец получит деньги. Так как потерпевшая ранее никогда не пользовалась данной услугой, она поверила и согласилась с этими условиями. Женщина перешла по ссылке, которую отправила покупательница, ввела номер, срок действия карты и 3-значный код. Ей поступило СМС-уведомление от банка об отклонении операции, на что мошенница сказала, что на счету должны быть деньги для замораживания сделки. Потерпевшая выполнила указания женщины, после чего деньги списались с карты. Полицейские установили женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты в Нерюнгринском районе. 40-летняя жительница поселка Чульман подозревается в хищении денег с использованием электронных средств платежа. Выяснилось, что потерпевшая распивала спиртное вместе со знакомой в своей квартире. Через некоторое время хозяйка квартиры уснула, чем решила воспользоваться гостья, которая забрала чужую банковскую карту и скрылась. Злоумышленница отправилась по магазинам и стала совершать покупки с использованием бесконтактной оплаты. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей. В ее отношении возбудили уголовное дело. По статье ей грозит до 3 лет лишения свободы. Жительница Нерюнгри осуждена к длительному сроку лишения свободы за убийство. Об этом сообщает Следственный комитет Якутии. 38-летняя ранее судимая женщина в июне этого года выпивала в компании. В ходе застолья ее друг рассказал приятелям о преступлении, якобы совершенном общим знакомым в отношении его бывшей супруги. Подсудимая отправилась в дом к названному мужчине. Через окно проникла внутрь и предъявила ему претензии. Затем схватила нож и несколько раз ударила хозяина дома. От полученных ран в тот же день мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи, которую вызвали соседи потерпевшего. После совершения убийства женщина скрылась с места и уехала в Нерюнгри, но позже была задержана. Отмечается, что в ходе предварительного следствия женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Однако уже в суде изменила показания, выдвигая доводы в свою защиту. Подсудимую приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Следователи раскрыли уголовное дело о хищении бюджетных денег в крупном размере. По данным следствия, бывший глава муниципального образования Малтанинский Наслег Горного района республики в ноябре 2016 года от лица администрации подготовил и заключил с 2 индивидуальными предпринимателями договоры на строительство нескольких объектов. Общая сумма работ составила 300 тысяч рублей. Позже он подписал акты о приемке, зная о том, что объекты не построены и работы по их обустройству не выполнены. Однако в последующем деньги со счета администрации муниципального образования были перечислены индивидуальным предпринимателям. После этого их в наличном виде передали главе. В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб. Сейчас дело уже передано в суд. Следователи завершили расследование уголовного дела о нападении на банк, в результате которого был убит человек в Екатеринбурге. Подозреваемый 38-летний житель Краснодарского края, по данным следствия, с октября 2018 года, живя со своей женой и малолетним ребенком, стал высказывать мысль о том, что намерен совершить ограбление банка. Окружающие не придавали особого значения его словам, поскольку ранее мужчина не был судим и даже не привлекался к административной ответственности. Он имел высшее образование, постоянную работу и устойчивые социальные связи. Однако со временем он стал все более
больше и больше злоупотреблять спиртным и много времени проводить за компьютером, замыкаясь в себе. В один из дней мужчина уехал из дома, а потом сообщил своим родственникам, чтобы больше они на него не рассчитывали. В дальнейшем, за несколько дней до происшествия, он перестал отвечать на звонки родственников. Сам мужчина в это время находился в городе Тюмень, откуда в середине октября прошлого года прибыл в Екатеринбург, уже имея при себе ранее купленный обрез ружья, изготовленный самодельным способом. Поселившись в одной из екатеринбургских гостиниц, мужчина приступил к реализации своей давней идеи. В течение нескольких дней он определился с тем, на какую именно банковскую организацию он совершит разбой. Отмечается, что непосредственно перед нападением он выпил спиртное. Войдя в банк, он продемонстрировал обрез и потребовал от находящихся в помещении лечь на пол. Затем потребовал открыть кассу. Один из посетителей, дождавшись, когда нападавший повернулся к нему спиной, решил остановить его и набросился сзади. В этот момент нападавший выстрелил в него. От полученного ранения мужчина скончался. У погибшего остались жена и малолетняя дочь.